Глава Ингушетии приветствует беженцев из Палестины, которых республика приютила как родных людей. Махмуд Али Калиматов отметил, что им и в дальнейшем будут предоставлять всю необходимую помощь, а отношение всегда будет таким же теплым, как и прием. Относимся и будем относиться как к сестренкам, как к братьям, племянницам, племянникам. То, что жителям Газы удалось приехать в нашу страну от ужасов войны, заслуга президента России Владимира Путина, отметил глава Ингушетии. Лидерам государства предпринимаются все меры для защиты мирного населения Палестины. Поэтому наша держава единственная, не бросившая людей на произвол судьбы, в то время как некоторые близлежащие арабские государства отказывались принять беженцев, в России раздумывать не стали. Огромную поддержку оказали и жители нашей республики, которые собрали около 200 тонн гуманитарной помощи для палестинцев. Лекарства для больных людей, одеяло, еду, все. И вот 3 склада у нас стоит. Вот у нас один самолет улетел, второй улетел. И сейчас у нас представитель находится в Египте, у нас Костоев Ахмед, который дальше мы будем продолжать. Первые 28 тонн груза из региона отправили еще 2 недели назад, накануне еще 14. По словам Махмуда Али Калиматова, планируется вылет еще 5 спецбортов с гуманитарной помощью от Ингушетии. Глава региона отметил, что власти страны и региона прилагают все усилия, чтобы помочь их землякам. На встрече звучит много слов благодарности в адрес президента и руководителя субъекта. Одежда, все то, что полагается, обеспечивают они нам от и до. И заметно, что только Россия так делала, благодаря Аллаху, тоже нашему президенту и все те, кто делают, ухаживают за нами. Большое спасибо. Беженцы из Газы очень благодарны за радушный прием и внимание в их адрес. На встрече с главой они задают вопросы и говорят за все спасибо. Одну из жительниц Палестины интересует, могут ли их дети продолжить учебу в университете. Глава Ингушетии поручил рассмотреть вопрос региональному Миннацию и продумать его решение в ближайшее время. Глава Ингушетии заверил, что и дальше будет держать все вопросы, связанные с беженцами, на личном контроле. В завершении встречи детям раздали новогодние подарки. Зелимхан Калоев, Магомед Шаухалов, Новости 24.